Комбайн вообще не чувствует нагрузки, расход топлива 3 раза меньше. От сельхозтехники, рыбы и мяса до овощей и семян президенту Татарстана аграрии показывают, чего удалось добиться за этот год. Есть и новые производители. У нас круглый год растут и дают урожай вот такие прекрасные грибы. Эти беженки выращивают в Тукаевском районе. Спрос, говорят, есть. Уже работают с крупными ритейлерами. На сегодняшний день мы работаем 4 человека, и в месяц мы перерабатываем, собираем 7-9 тонн грибов. О, это чудо просто. А вот Зульфия Шейхисламова специализируется на птице. Хозяйство ведет сама. В прошлом году продала 96 тысяч голов. С того года я инкубаторы поставила. Суточный цыпленок плюс птица на подращивание. От самых маленьких до самых больших представителей сельхозотрасли. Все, до чего дошел прогресс в агропромышленности, представлено на выставке. Есть и вот такие вот гигантские помощники фермерам. Причем поражают не только их размеры, но и функционал. Хотя с погодой в прошлом году и не повезло, выйти в плюс по основным показателям аграриям удалось. Увеличилась доля АПК в валовом региональном продукте, но некоторые районы пока остаются в аутсайдерах. Ситуацию будут менять кардинально. Сегодня министр объявил о масштабной перезагрузке хозяйств. Начнут с рейтингов. По рейтингу предприятия будут классифицироваться по 4 группам эффективности. Те, кто привыкли субсидиями перекрывать свои текущие обязательства, смогут рассчитывать лишь на минимальный уровень бюджетной поддержки. Повысить урожайность, а для этого уделить больше внимания качеству семян и удобрениям. Такую задачу уже ставит президент. Если в Заинском районе собирают почти 40 центнеров с гектара, то в Альметьевске и до 20 не дотягивают. 300 тысяч тонн зерна мы теряем из-за того, что сеем не кондиционными семенами. Есть сегодня пока накопленные удобрения 25 килограмм действующих на гектар. Это, конечно, очень мало. По животноводству сейчас в работе более 40 инвестпроектов на 35 тысяч голов. Это дополнительно 150 тысяч тонн молока в год. В передовиках по надою Кокмар, Балтаси, Отня. Есть районы, которые до целевых показателей не дотягивают. Менделеевский 14 тонн, Черемшанский 17 тонн, Бугульминский 17, Камской 20 тонн. Каким образом эти хозяйства и люди, которые там живут, они планируют вести свой бизнес? Рустам Миниханов обратил внимание, нужно ввести порядок на сельхозземлях. Здесь есть проблемы даже у передовиков. Так в Тукаевском продают жителям паевые земли. Получается так, что этот житель района, который строил на этой территории жилье, просто-напросто не может оформлять. Время не стоит на месте, переходить на цифру сегодня призвали и аграриев. Тем более в отрасли уже есть примеры того, как новые технологии помогают издержки снизить и рентабельность повысить. Для тех, кто успешно завершил год, госнаграды из рук президента. Орден за заслуги перед республикой сегодня посмертно награжден Айрат Хайрулин. Указ был подписан еще в декабре 19-го. Получил награду отец Назиб Хайрулин. Зарина Ахметова, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.